В эфире программа «7 дней плюс». Сегодня у нас в гостях обладательница восхитительного голоса, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан Алина Шарипджанова. Алина, здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Добрый день. Мы знаем, что вы начали музицировать с самого раннего детства. Если кто-то знаком с вашим творчеством, они помнят о первом вашем концерте, который был в аэропорту. Но все-таки, когда вы выбирали путь для себя, вы выбрали совсем не творческий путь. Вы выбрали высшее учебное заведение юридическое, вы юрист. Да. А как так получилось, что все-таки творчество вышло на первый план? Вы знаете, учитывая то, что юриспруденция в принципе относится к одной из гуманитарных наук, на одном из мероприятий студенческого характера я встретилась со своим, так сказать, по жизни ведущим меня педагогом. Это Венера Ахатовна Ганеева, которую я сейчас, наверное, по-родственному очень люблю, потому что это больше, чем любовь к педагогу. Это человек, который в моем сердце занимает огромное место. И она, в общем-то, просто громадный вклад сделала в становление меня как певицы, как Алины Шарипджановой. Потому что до этого я была каким-то таким подростком с какими-то своими амбициями. Я покорю весь мир, мне ничему не надо учиться. У меня все есть, у меня есть талант, я такая крутая. И тут вдруг я так носом так об землю тюк. Девочка, ты что? Дыхание, раз. Татарский, два. Репертуар, три. И вот этого накопилось столько таких «но», которые, в принципе, я, будучи перфекционистом по жизни, я поняла, что действительно, если я сейчас не возьмусь за себя, то, в принципе, жизнь будет прожита зря. И впоследствии мы сделали с ней такой решающий для меня, опять же, шаг, учитывая то, что у меня есть базовое музыкальное образование, плюс высшее образование в сфере юриспруденции. И мы решили поступить за меня решили, и я поступила. Да, я поступила к ней на кафедру и получила высшее музыкальное образование. Впоследствии также, буквально вот в этом году, мной была окончена ассистентура и стажировка по классу вокала, то есть я теперь преподаватель высшей школы в области вокальных дисциплин по направлениям разного жанра, то есть это и эстрада, и опера, и народный вокал, и джаз. И, в общем-то, я настолько ей благодарна за вот эти вот волшебные такие пиночки какие-то, да, напутствия, наставления. Я желаю всем таких людей на пути, таких вот наставников, устазлар. Как раз, Алина, мы заговорили о жанрах. Да. Если когда-то вы все-таки были поп-исполнительницей, многие вас знали как поп-исполнительница, эстрадная певица, да. Многие любили вас как эстрадную певицу. Сейчас все-таки вы отошли от этого. А как вы сами себя позиционируете? Я как-то читала интервью, вы назвали свой жанр синтез-вокал. Да, ну, действительно, я очень люблю совмещать несовместимое. Вообще, я человек очень дружелюбный, поэтому мне нравится мирить людей, если они поссорились. Точно так же я люблю примерять вот эти все абсолютно разные жанры. Я могу сочетать в одном произведении, например, татарскую народную песню, если взять, я могу спеть ее сначала абсолютно халакчан, народном плане, исполнить, затем я могу ее заджазовать, затем я могу сделать какую-нибудь невероятную какую-то модуляцию и уйти в оперный вокал, то есть абсолютно верхние сферы. Поэтому это, знаете, это своего рода такой спорт. Когда, да, это такое многоборье. Когда человек развивает себя вот абсолютно с разных сторон. Любовь к музыке, она либо есть, либо нет у человека, то есть заложена, да, природой. И поэтому, когда мы проявляем себя как музыканты, я считаю, что музыкантам необходимо развиваться в разных стилях, в разных жанрах, для того, чтобы быть интересным публике. Это, во-первых, как гимнастика для ума, и поэтому искать постоянно, поиск – это жизнелюбие. Самым сложным жанром до сих пор, я признаю, естественно, оперное искусство. Это искусство, которое требует колоссального труда, самоотдачи, самодисциплины. И это человек, поющий оперные партии, он должен всегда быть в 100% тонусе.
Невозможно выйти и спеть, скажем, джильду, если ты себя чувствуешь нехорошо. Если у тебя нет вот этого юношеского внутреннего задора, девичьего, да, ты никогда не исполнишь партию на 100%. Поэтому это огромная работа над собой, вот каждодневная работа, ни на секунду не прекращающаяся, это перпетум мобиле, если хотите. А эта работа все-таки в первую очередь для себя, да, или для публики? Вы как-то говорили, что ваша публика элитарна. Элитарна, я до сих пор так считаю. Потому что человек, который разбирается в музыке, а в основном у меня сложная музыка, мной исполняемая, даже народная музыка, даже эстрадная музыка, она не для простого потребителя, не для масс-маркет. Вот есть определение масс-маркет, есть VIP, да, сектор. В принципе, меня это радует, потому что мне есть что сказать этим людям, мне есть чем с ними поделиться, и есть что у них взять. Вот этот взаимообмен. Сейчас, например, у нас вот в нашей филармонии планируется ряд классических концертов. Этого не было никогда раньше до этого. Потому что классическим концертам нужен специфический зритель. И сейчас у нас уже запланировано, и в ближайшие месяцы уже пройдут эти концерты. И программа непростая. Мы же ездим и с сабантуями. Мы ездим с различными концертами в небольшие абсолютно даже поселения, города, деревни, по регионам России, где компактно проживают татары. И везде приходят, знаете, удивительно, но я этих людей тоже считаю всех элитарными, потому что они приходят, и они с таким самозабвением слушают то, что я делаю. Казалось бы, кто-то говорит, он лабитермебезди. Мы не понимаем. Хотя на самом деле... Если ты чего-то не понимаешь, нужно это просто хорошенько разобрать для себя. Ну вот мне лично чуть-чуть даже обидно за масс-маркет, как вы назвали, да, эту публику. А почему не же... публику, а продукт. Продукт, да, масс-маркет, да. Продукт, но не для всех, так ведь? Да, не все воспринимают. Да, не все. Есть цель обязательно объяснить людям, что это на самом деле не так далеко от нас. Ведь Ильхам Шакиров, да, тоже. Да. Вот, к сожалению, сейчас уже люди просто забывают про то, что такие, как Ильхамовы, Хамдуна Апа, да, Альфия Апа Авзалова, к сожалению, сейчас их нет уже с нами. Но это люди-новаторы. Вот они свой период становления как вокалистов, певцов, да, народных любимцев, они делали невероятное. Они привносили такой... просто пионерское движение, можно сказать, да, делали, потому что именно через их музыку люди узнавали новые какие-то аранжировки, фонограммы, понимали, что где-то там далеко люди так же поют, как и мы, просто немножечко в другой интерпретации. أما ده لكن سيلا شرقاقنا Просто всему свое время, и обязательно через какое-то время, я 100% уверена в этом, наши потомки когда-то будут разбирать нас на уроках музыкальной литературы, наше творчество. И, возможно, это будет уже настолько для них примитивно, то, что мы сейчас делаем. Даже так, да? Я считаю, что да, время... Сейчас достаточно посмотреть на то, насколько изменилась система образования в России. И мы все с вами видим, что сейчас уже первоклашки, которые решают умножение и деление, и когда-то лет, кстати, назад, даже будучи, когда вот мы учились, были в первом классе, и абсолютно был примитивный разбор слов на слоги и так далее. И что сейчас происходит? Дети идут в первый класс абсолютно уже читающими, знающими математику, окружающий мир, да, разбирающимися в технике, даже в программировании. Давайте все-таки вернемся к музыке, вернемся к песням, к татарским песням. С удовольствием. Вот совсем недавно был такой фестиваль «Безныңжер».
Вы принимали в нем участие? Да, в лаборатории. То есть композиторы предлагали свой вариант, как они видят, ну, я так понимаю, хорошую татарскую песню будущего, может быть. А вот как вы видите эту татарскую песню? Какой она должна быть? Я считаю, что все-таки большой успех в песне зависит от слова. Потому что песня все-таки это гармония музыки и слов, текста, ну, как смысловой нагрузки. Что мы хотим сказать? Может быть, шикарный вокалист, красиво написанный, но если в нем отсутствие идет смысловой нагрузки и какой-то, может быть, даже воспитательного какого-то момента через песню, она неинтересна, она забудется уже, как только у нее пройдет ротация в средствах массовой информации, да, эти песни забываются. А почему мы до сих пор поем песни, написанные на слова Ахмад Иреке, Гульшат Зайнашевой? Потому что настолько проникновенный текст там, и настолько он в сердце вхож. Поэтому я считаю, что все-таки песня будущего тоже должна базироваться на хороших текстах. В первую очередь. Это хороший текст, это гармонично написанная мелодия, даже не важно, не противоречит. В каком жанре? Абсолютно не важно. Абсолютно не важно. Я вообще не разделяю. Сейчас некоторые пишут в стиле рок, даже на татарском. Когда кто-то мог предположить, что татар пеленде, да, на татарском языке можно петь такую, казалось бы, агрессивную музыку, да? И в свою очередь это тоже, наверное, несет какой-то положительный момент, потому что я вот считаю, что в любом случае во всем нужно искать положительное, даже в самом-самом неприятном в чем-то. Поэтому музыка будущего — это, конечно, условное обозначение, да, музыку будущего мы творим уже сейчас. Ну вот как раз новое, да, это еще и фестиваль «Узгарыжили». Вы в этом фестивале каждый сезон участвовали, очень успешно участвовали. Здесь вы говорили, что миссия татарскую народную песню ввести в новый формат и по-новому ее раскрыть. Как раз на фестивале есть огромный список, который составлялся Министерством культуры, список песен. И колоссальное количество песен сейчас забыто. И, в общем-то, целью, наверное, нашего фестиваля, вот лично моего в нем участия, это было возрождение как раз-таки вот этих песен через новые аранжировки, через новое восприятие. Хороший хирург — это какой хирург? Тот, кто не навредит, кто аккуратненький шовчик такой сделает, да, чтобы потом безболезненно это все для человека в дальнейшем было. Также и в музыке. То есть вот я постаралась свои песни, мною исполняемые вот на этом фестивале, я постаралась их микродозированно изменять. Хотя бы, чтобы музыкальная строчка, вот этот мелос, вот эту вот мелизматику всю, да, сохранить. Особенно вот что касается народной песни «Гульджамал». Она вообще для меня это просто, я не знаю, наверное, любимейшее мое произведение нашего народа. И я считаю, это шедевр. Если бы люди видели, с каким трепетом слушали это в Карнеги-холл, там всего 2 четверостишия. Да, именно вот «мау» деген сөзі, именно сочетание музыки, вот этого трепета со слезами вот этого исполнения, да, потому что это не может не трогать. Это история, и причем история не только татар. Это история, потому что настолько в мире люди жили всегда в соседстве друг с другом, что вот эта интеграция одного в другое, она просто неизбежна. Мы живем не в вакууме, и тогда мы жили не в вакууме. Исторический сюжет, он всегда актуален. Всегда. Человек, помнящий, знающий свои корни, свою историю, это, наверное, богатейший человек. Раньше было в советское время очень популярное слово, да, ликбез, ликвидация безграмотности. И сейчас мы неизбежно движемся опять же к этому, возвращаемся к этому. Хотя бы в силу того, что детям
через многие приложения, которые я категорически не приемлю сейчас и у себя удаляю, навязывают тот музыкальный материал, который выгодно забивает мозг человека. То есть настолько сейчас человек программируем через вот эти соцсети, да, влияние огромное просто, это очень страшно. Дети сейчас не читающие. То есть вот книга, я принципиально не выбрасываю ни одной книги, которые мне достались от родителей, которые я периодически покупаю. И когда мне вот недавно на передаче «Жерлы и Гале» подарили огромный том, значит, о творчестве и культурном наследии сибирских татар, и там сборник нотный, все говорят, ну, лучший подарок — это книга. Раньше всегда так смеялись. Я говорю, это действительно лучший подарок. Алин, если все-таки вернуться к вот этому возрождению, да, татарской музыки, вот этот фестиваль «Узгары-Жилия», опять-таки мюзикл «Алтын Казан», да. Эльмира Низамова. Вот как вы думаете, вот через такие произведения, через такие фестивали на самом деле мы на мировой уровень выходим? И я считаю, это победный уже, какой-то победный шаг мы сделали в этом направлении. Потому что это, смотрибельно, это очень красивая музыка, и причем она понятна всем, и русским, и татарам, и приезжали и казахи, и москвичей было много, то есть, ну вот вообще, то есть люди разные вообще посмотрели этот спектакль, разных религий даже, разных каких-то, хотя мы не привязывались особенно там к религиозному какому-то сюжету. Люди реагируют в основном одинаково. Кому-то, может быть, что-то не понравилось, но это тронуло. Это интересно, и у всех одно и то же. Мы хотим посмотреть еще. Мы хотим посмотреть еще. И я сама хочу посмотреть еще, если честно. Потому что слова, вот почему я очень люблю петь либретто, произведение, написанное на слова Рената Хариса. Потому что он занимается раскопкой старинных слов татарских, давно забытых, неупотребляемых. И когда ты слышишь, ухо режет, ага, татарский не бытовой, татарский такой, настоящий татарский, тукайтели, да? И уже у тебя начинает работать по-другому мозг, и ты начинаешь уже, я хочу узнать, что это за слово. И таким образом это как бы тебя подстегивает к изучению языка, к более глубокому изучению своего же языка. Может быть, и остальных тоже подстегивает? Я думаю, что да, потому что на самом деле с интересом, и причем очень много русскоговорящих, носителей русского языка хотят узнать, о чем это. Мы не хотим смотреть вот эту бегущую строку, там транслятор в театре, мы хотим сами понять. Да. И я считаю, что это уже дорогого стоит, вот, это вклад в культуру, это вклад. Мы делаем, и о деньгах вообще речь не идет здесь. У моих детей золотой характер, я считаю, потому что они могут репетиции 8-часовые, если они приходят со мной в театр, они ждут. Они молча, они смотрят, как я работаю. Потому что когда-то в будущем, может быть, придется и им так работать. Самоотдача. Это вот человек, приходящий в культуру, в первую очередь должен думать не о деньгах. Он должен думать о самоотдаче, о профессионализме. Что я могу сейчас сделать для того, чтобы это было понятно, чтобы это было читаемо, чтобы это было смотрибельно, и чтобы это как бы заняло определенную нишу в сердце. Чтобы вот не просто так посмотрел, чтобы обязательно это осталось в сердце. Вот вы говорили, что и русские тоже вам пишут, да. Говорят об этом. А вы на самом деле родом-то тоже из русскоязычного региона? Татар очень много живет, везде, очень много. И причем татары очень сильные, диаспоры очень сильные. И наш регион, вот Саратовская область, в частности, я горжусь тем, что я саратовская татарка. Причем я татарка на 50%. Да. Моя мама русская, моя мама Любовь Анатольевна, которая всю жизнь, как она сама говорит, прожила в татарском иге. И поэтому, когда мы смеемся, это, естественно, шутка, потому что моя мама прекрасно готовит все блюда татарской кухни. Моя мама, если с ней общаешься на татарском языке, она отвечает, это уже на автомате происходит, понимаете? Когда дома пропагандируется татарская речь, и уже, как говорится, она говорит, из этих лап не вырвешься, инде. Говорят же, что смешанный брак, тем более мама русская, да, то есть язык теряется, традиции народа теряются, это не так? Вы на своем примере я своим примером хочу показать, что это не так.
Все, вот как говорят, бездан тура, да? Все от нас зависит. Все вот в наших руках, как мы хотим. Вот как мы хотим. Мне близка культура татарского народа. Мне нравится воспитание, которое проходит в настоящих татарских семьях. Мне нравится как бы любовь ко Всевышнему, прививаемая в семьях татар. Мне нравится чистота, чистоплотность, вот то разнообразие орнаментов, которые мы используем. Даже вот ялтрау называемый, да, вот все то, что мы любим, вот говорят, ой, ну это все, ой, татар эстрадосы. А я считаю, что это же все не просто так, это все оправдано, опять же, да. Если исторически взглянуть, да, очень продумано было все у татар. Вот до такой степени продумано, что этому нужно учиться, учиться и учиться, и не забывать это. Например, даже то, что украшений много женщин носили. Это же Сбербанк. Кто же вас научил? Вот конкретно вас кто научил? Вот у меня была бабушка, мархум Камиля Сибгатказа, бабушка Камиля Сибгатовна. Я ей очень благодарна, потому что ее сестры, кстати, они до сих пор живы. Им всем уже за 80, за 90, ее сестренке 92 года. Субханаллах. И она живет, то есть в татарской деревне. Она до сих пор ну, как бы вот живет по старинке. Ей не нужны блага цивилизации, хотя все есть, и газ проведен. По старинке. Как бы вот, то есть ходить к ручью, да, к роднику. Это самовоспитание, сила воли татарской женщины. То есть ваша Аби научила, привила, так нужно любовь, понимать? Да, любовь. Татаржира, конечно. У нас эти пластинки, это попробуй тронь руками. Ты я шельтислейн душунды махатля колон пластинкаларна. Зеленого такого цвета, ташкентская фабрика, как сейчас помню, их выпускала. И у нас были прям пластинки, которые она бережно, потом тузанно пыль, стирая пыль, аккуратненько, иголку смотрит, чтобы там ничего не было. И мы вот таким образом слушали Ильхама Шакирова. Ну, не только Ильхама Шакирова, а раньше большое количество певцов было, которые действительно записывались на высочайшем уровне, ведь под баян, 2 баяна, и все это настолько так самобытно. Алин, вы очень часто в своих интервью говорите, что вы патриот. Да. Что это для вас значит? Ну, я могу сказать, что у меня очень много было приглашений из других регионов, из Москвы в частности. Но я живу в Татарстане более 20 лет уже, больше даже. Наверное, 25 лет точно есть. И на сегодняшний день я настолько люблю Казань, я настолько люблю наш народ. Вот Татарстан, вообще татар я люблю. Я люблю с концертами, когда приезжаешь куда-нибудь, и я понимаю, люди, когда плачут, вот ты поешь, а люди сидят на тебя смотрят и плачут, тебя слушают и плачут. Они же плачут не от того, что им жалко тебя. Они плачут потому, что вот сагну, есть такое слово, да, сагыш, тоска по родине. И я понимаю, что сейчас я им принесла вот кусочек родины, вот, пожалуйста. И им от этого станет немножечко получше, посветлее на душе. И поэтому патриотизм, он заключается в том, что ты не продаешь ценности. Ты идешь своим путем, не сворачивая. И в благодарность Родине, которая дала тебе жизнь, ты поешь эти песни. Ты растишь также своих детей. К сожалению, наша программа заканчивается. Да. Давайте в завершении программы окунемся в тот дом вашей бабушки Аби и вспомним песню, которая там звучит, эту пластинку. Но сейчас мы очень хотим услышать ваш голос. Рахмат Бигзур. Вот как раз-таки старинная песня, вот такая, например, как Гульджамал, я ее первый раз услышала именно с пластинки. Спойте. Да. Şamdallardagına udlar yana
gel jamal jitken kızlar kindercip erliler. Кусочек. У нас в гостях была певица, обладательница восхитительного голоса, заслуженная артистка Республики Татарстан Алина Шарибжанова. Это была программа «7 дней плюс». До встречи.